Добрый день, мы рады приветствовать всех на пресс-брифинге, посвященном открытому конкурсу, в ходе которого мы вырабатываем лучшие решения для парка будущих поколений в Якутске. Крупнейший город в вечной мерзлоте предлагает новые тренды, и здесь возникнет новое общественное пространство, которое должно символизировать собой подходы к созданию качественной городской среды в северных городах в экстремальных условиях. Мне бы хотелось для того, чтобы начать наш пресс-брифинг, передать слово инициатору этого конкурса, его идеологу Сергею Местникову, генеральному директору целевого фонда будущих поколений. Спасибо, Сергей. Добрый день, уважаемые участники пресс-брифинга. Мы в прошлом году зародились такой идеей в коллективе целевого фонда будущих поколений заложить какой-то фундамент, парк, сквер, который символизирует будущее поколение, ради которого мы сегодня, в принципе, и работаем. И озвучена была такая идея обустроить парк будущих поколений и сделать этот парк не как обычно у нас вот площади сквера со скамейки и урн, а узнать мировые тренды, приобщиться к мировой культуре, архитектуре. И с этой целью было принято решение выйти на уровень всероссийского конкурса. И мы познакомились с нашими партнерами. Сергей Георгиевский, генеральный директор агентства стратегического развития «Центр» города Москвы. И с их помощью мы организовали всероссийский конкурс, который проходил с ноября по сегодняшний день проходит. Мы уже прошли первый этап конкурса. И первый этап показал, что интерес к нашему конкурсу очень большой, высокий. Подали заявки 37 организаций, и мы в составе жюри отобрали 5 финалистов. И сегодня 5 финалистов, представители всех 5 команд, вчера приехали к нам в город Якутск для того, чтобы узнать поближе нашу жизнь, запросы, узнать мнение жителей города Якутска, пообщаться с представителями общественности, с городской администрацией и, собственно, и с профильными структурами, в том числе и с главой республики. И основная цель этих встреч у нас заключается в том, чтобы наши финалисты перед тем, как приступить ко второму этапу, к разработке самого проекта, узнать поближе нашу жизнь, какой уклад жизни, какая тенденция у нас в сфере культуры и архитектуры у нас идет, и это им облегчит работу по уже проектированию. Мы уже 14 января завершим работу финалистов по проектированию и 23 января определим финалиста этого конкурса. Поэтому, как говорится, конец уже близок. Мы очень приветствуем то, что наш конкурс вызвал такой большой интерес среди архитектурного сообщества России. В конкурсе участвовали также международные архитектурные компании. Это говорит уже о масштабе не только российском, но и международном. Раньше мы, целевой фонд будущих поколений, при проектировании и строительстве наших объектов проводили только внутриреспубликанские конкурсы, и в них участвовали наши якутские предприятия. Мы сейчас, как говорится, вышли из своей палатки и оглянулись, кто у нас вокруг есть, да? С одной целью, чтобы приобщиться к мировой культуре, чтобы наша окружающая среда, городская среда была лучше и не хуже мировых тенденций, чтобы наш город Якутск был красивее и имел свои какие-то особенности, которые его выделяют среди других городов России и мира. И мы очень надеемся, что по итогам реализации этого проекта мы получим такой парк, такую территорию, которым будет гордиться вся республика. Спасибо. Большое спасибо. Ну и для того, чтобы погрузить вас в проект, нам хотелось бы показать небольшую презентацию, которая рассказывает о том, как мы работаем над этими задачами. Собственно, как уже было сказано, инициатором выступает Фонд будущих поколений, и оператором выступает Агентство стратегического развития «Центр» как независимая платформа, которая обеспечивает объективность этого процесса. Далее целью нашей стоит создание не просто рекреационного пространства, но инновационного пространства, которое должно отразить не только новые тренды в области проектирования этих пространств, но и предложить новые решения к тому, каким образом
эти пространства, общественные пространства в северных городах, в городах арктического фронтира урбанистики могут выглядеть. Если говорить о предмете и об участниках, действительно, мы ограничили участие масштабом всероссийского конкурса, но мы увидели, что интерес гораздо шире, и мы получили заявки со всего мира. Тем не менее, вы видите, собственно, в ряду наших спикеров также представителей 5 консорциумов, 5 финалистов, которые прошли финал. Ну и если говорить о этапах, то мы сейчас находимся во втором этапе конкурса. В начале все заявки состояли из портфолио, эссе с видением того, каким может быть этот парк, эта территория, с информацией об опыте и так далее. Ну и вот, собственно, на основе этих заявок мы выбрали те 5 консорциумов, которые должны теперь подготовить архитектурную часть, архитектурную концепцию, генеральный план территории, ну и, соответственно, некую пояснительную записку. Собственно, на экране вы видите географию этого конкурса и видите, что наряду с городами из России, это были также города со всего мира, и те 5 консорциумов, которые прошли в финал, в которых вы видите коллаборацию между крупнейшими московскими архитектурными бюро, многие из которых проектируют не только в России, но и в мире, и якутскими партнерами, потому что одним из главных и важнейших требований этого конкурса было объединение специалистов, которые работают в республике, со специалистами извне, для того, чтобы вместе они могли добиться результата, который был бы действительно важен, удовлетворял всем интересам, был бы практичен, был бы связан с культурой города. Ну и, соответственно, призовой фонд также у вас на экране. Фонд выделил сумму средств, это 1 миллион 700 тысяч рублей, на то, чтобы компенсировать работу финалистов во втором этапе, а победитель также получает договор на проектирование этой территории для того, чтобы продолжить работу, ну и, безусловно, на авторский надзор. Жюри конкурса состоит как из специалистов со стороны республики, под руководством главы республики, мэра города и ведущих экспертов со стороны республики Саха-Якутия, а также ведущих экспертов со всей страны. И мы видим, что у нас также в жюри представлены известные международные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Если говорить о нашем таймлайне, то, собственно, мы начали 20 ноября и на одной из крупнейших площадок общенационального масштаба в Москве, Зодчестве, объявили этот конкурс. И уже 23 января мы завершим его и надеемся, что пройдет финал именно здесь, в Якутске, когда финалисты, руководители архитектурных бюро прилетят снова в этот уникальный город для того, чтобы здесь защитить свои концепции как перед уважаемым жюри, так и затем представить их широкой общественности и сделать их публичными. Наш конкурс открытый. Это означает, что все процессы, все этапы доступны каждому, и каждый может наблюдать за тем, как все происходит. Ну, собственно, наша территория – это территория 79-го квартала. Я думаю, что журналисты прекрасно осведомлены о ее местонахождении. Это 15 минут шаговой доступности от центра города, что делает ее крайне привлекательной. И самое главное, что с ней также граничит кампус Федерального университета, и это, в общем, очень хорошо отвечает нашей задаче, связанной с тем, что ориентировано наше общественное пространство именно на будущие поколения. Ситуационный план, который показывает, что наша территория по размеру составляет практически 2,5 гектара. Кажется, что это пространство небольшое, но тем сложнее задача, потому что оно должно быть многофункциональным, и в требования, которые заложены в концепции конкурса, мы положили 5 основных принципов. Это соответствие, безусловно, документам стратегического планирования, которые существуют в масштабах республики и в масштабах города. Для того, чтобы лучше узнать эти требования, были проведены встречи с администрацией города и с мэром города, для того, чтобы получить исчерпывающие пояснения и информацию. Это инновационность решения, это экономическая эффективность, поскольку мы хотели бы, чтобы это общественное пространство имело свою финансово-экономическую модель, свою программу, было бы не просто благоустройством, но действительно местом, которое выражает определенную идентичность и транслирует определенный ценностный ряд. Ну и, безусловно, мы бы хотели,
чтобы все проектные решения были адаптированы к сложным климатическим условиям, в которых мы здесь находимся, и самое главное, носили всесезонный характер. Это общественное пространство не только для летнего периода, но в первую очередь для всесезонного пространства и времяпрепровождения людей, и, соответственно, в зимний период оно должно также функционировать не менее эффективно. Если говорить о составе функциональных зон, которые должны быть отражены в решениях каждой из 5 команд, вы видите их на экране, это активная зона, экстремальная зона, в которой должны быть представлены спортивные формы досуга, это детская зона, это событийная зона, которая позволяет реализовывать программу в рамках этого мероприятия, рекреационная зона. Мы также выделили отдельно арт-объект, который выделял бы и транслировал определенную идентичность места, становился бы маркером этой территории. Ну и, безусловно, это коммерческие объекты, которые должны обслуживать посетителей таким образом, чтобы им было комфортно пребывать здесь. Ну и, соответственно, вторая очередь, которая запланировано, это здание молодежного центра. Вы также видите его функциональное наполнение. Весь проект имеет 2 основные очереди, но условием является то, что парк должен начать функционировать уже после реализации первого этапа, таким образом, чтобы здание молодежного центра было вписано в контекст и реализовано, не нарушая вот этого использования всесезонного общественного пространства, о котором мы говорим. Для того, чтобы сделать процесс максимально открытым, мы создали сайт sahapark.ru, на котором совместно с Фондом будущих поколений мы транслируем все новости, всю информацию. Там же можно ознакомиться с расширенным техническим заданием, составом жюри, всеми нюансами, постоянно обновляемой новостной лентой. Мы также ретранслируем всю эту информацию во всех крупнейших социальных сетях и совместно с фондом проводим эту работу, направленную на то, чтобы каждый мог получать доступ к этой информации. Ну и, собственно, для того, чтобы вы могли немного визуализировать образы тех команд, которые прошли в финал, мы вывели наиболее впечатляющие проекты каждого из консорциумов на экран. Все это знаковые проекты, которые предопределили многие тренды в развитии градостроительных практик, архитектуры и общественных пространств не только в Москве, но и в России, и, в общем, отчасти участвуют в мировом процессе. Собственно, вы видите ключевые из них. Ну и они показывают также уровень тех бюро и тех решений, которые мы надеемся, мы увидим в рамках этого конкурса в январе и, собственно, сможем обсудить, каким образом они решат те задачи, которые стоят на сегодняшний день не только перед фондом, но и перед городом, перед республикой в целом. Для того, чтобы мы могли с вами более глубоко погрузиться в те впечатления, которые были у финалистов, те решения, которые они видят, подходы и так далее. Мы, собственно, и собрали этот пресс-брифинг, он идет в прямой трансляции для всех желающих, но нам бы хотелось, чтобы у вас была возможность пообщаться непосредственно с финалистами, которые находятся вместе с нами за этим президиумом, и если у вас есть вопросы, вы можете задавать их, поднимите руку, и вам поднесут микрофон для того, чтобы все слышали нас в ходе трансляции. Коллеги уже не первый день здесь, они уже были на территории, они уже начали свою работу на земле. Это очень важно, и, соответственно, у них уже есть некое впечатление, ощущение города, этого места, возможно, какие-то идеи. Вы можете задать им вопросы напрямую. Кто хотел бы задать какой-то вопрос, поднимите руку, и мои коллеги дадут вам микрофон. Не стесняйтесь, нам очень интересно рассказать вам больше, может быть, что-то, что осталось за кадром. Прошу вас. Здравствуйте. У меня вопрос к Сергею. Да? Ну, вообще, довольно такой, 2,5 почти гектара. Они не просто так, наверное, стоят до сих пор пустующими. В Якутске все знают, в республике, что там все-таки место, не совсем чистое, будем так говорить, да? А вообще, как бы это место уже определено, и там точно будет этот парк, да? Да, спасибо за вопрос. Действительно, при выборе места расположения нашего парка мы подошли довольно, скажем так, основательно. Было несколько вариантов по городу Якутску, но при этом по размеру, по территорию был все-таки нам подходящий вариант территории 79-го квартала. При этом мы, естественно, знали о том, что есть определенные признаки, информация о том, что там было захоронение Сибири язвенных месторождений.
И было целью того, чтобы подтвердить, действительно ли есть такое захоронение, мы провели научное обследование этой территории. Пригласили из Иркутска, из Иркутского противочумного института специалистов. С ними заключили соответствующий договор на обследование. Они приезжали к нам в Якутск этим летом и провели обследование. Выявили из грунта, из разной глубины 450 проб земли и увезли это в себе для проведения лабораторных исследований. По результатам где-то месяца чуть больше прошло обследование, они не выявили никаких признаков сибири-язвенных захоронений и выдали нам заключение о том, что это место пригодно для использования и рекомендуется исключить этот земельный участок из списка сибири-язвенных захоронений и рекомендуется его использовать по назначению. С этим заключением мы, естественно, согласились, и это нам дает основание для того, чтобы провести работу по благоустройству территории. Большое спасибо за вопрос. Есть ли еще вопросы? Да, прошу вас. Здравствуйте, меня зовут Юлия Бочкарева, газета «Якутский черник». Конечно, хотелось бы узнать именно мнение каждого финалиста по поводу именно концепции, каким они видят будущий парк будущих поколений. Спасибо. Ну, давайте начнем, может быть, слева направо. Прошу вас. Только представляйтесь вначале, ваше бюро. Добрый день. Меня зовут Кирилл Шапита. Я представляю архитектурное бюро Осадова и наш консорциум вместе с якутскими коллегами. Значит, если вкратце, да, об этой территории, мы вчера проводили на ней обход, осмотр. Честно говоря, очень вдохновились, потому что сейчас территория выглядит очень естественно, можно сказать. На ней она используется людьми постоянно, потому что люди по ней переходят, скажем так, от одной остановки к другой. Ну, то есть постоянно происходит движение. То есть эта территория, можно сказать, имеет жизнь, имеет некую энергетику. Вот. И нужно ее сделать не только утилитарной, да, не только местом для транзитного прохода людей от одной, скажем, остановки к другой, но и важным городским пространством. Вот. Поэтому мы хотим использовать все тренды, все наши наработки в благоустройстве, которые уже в большом количестве опробованы в разных частях России, в Москве в том числе, и создать на территории современное живое пространство, чтобы на нем могли комфортно чувствовать себя, скажем так, все жители Якутска, от маленьких детей с мамами, да, до взрослых, пожилых людей, чтобы там было удобно играть студентам, чтобы там было интересно играть школьникам, в том числе более младших классов. Вот, поэтому мы уже начали работу с коллегами, уже есть интересные идеи, которые, конечно, мы вам в ближайшее время представим. Самое ближайшее, учитывая, что уже в январе да, мы увидим визуальные образы. Спасибо. Полина. Добрый день. Меня зовут Полина Явна. Я представляю компанию «Атриум» и наш консорциум «Атриум плюс Восток плюс», якутская наша команда, с которыми мы делаем этот конкурс на парк будущих поколений. Что касается наших идей, тема Якутска и тема вечной мерзлоты для нас не нова, потому что уже в 2004 году мы участвовали в конкурсе на парк «Земля Аланхо» и очень подробно изучили тему Якутска, национальной идентичности. И, несомненно, этот опыт и все эти знания мы применим для нового парка будущих поколений, естественно, переосмыслив все идеи в более современный формат, потому что это, в отличие от того этнографического парка, будет современный парк. Мы понимаем важность этого пространства и считаем, что оно должно послужить драйвером развития всех общественных пространств новых в Якутске. И это пространство должно не терять актуальности еще долгие-долгие годы. Мы должны заглянуть в будущее и сделать
такой проект, который будет еще долгое время будет актуальным и, несомненно, комфортным для данного климата и для подобного рода территорий. Также очень важным параметром является создание универсального решения для всех городов, находящихся на вечной мерзлоте, потому что такова задача конкурса была, и у нас уже тоже есть некоторые идеи по этой универсализации подобного решения. Поэтому надеюсь, что у нас получится интересное решение совместно с нашими компетентными партнерами «Восток Плюс», молодое прогрессивное якутское бюро. Спасибо. Большое спасибо, Полина. Василий. Добрый день. Меня зовут Василий Патов. Я представляю бюро Тимура Башкаева. Мы планируем создать комфортный городской парк на данной территории в соответствии со всеми мировыми трендами и нашим пониманием. Планируем использовать наш опыт в участии проектирования и реализации парка Зарядье, который только что делали в Москве, а также многочисленных других проектах, которые мы делали ранее, исходя из транспортно-пересадочных узлов. Соответственно, мы понимаем, как движутся люди и что им необходимо по пути коммерческих пространств, жилых. То есть очень важно, что эта территория находится не где-то на отшибе, не в чистом поле, а она находится всего лишь навсего в 15 минутах от центра города, в уже сложившейся плотной городской среде и на территории бывшего жилого квартала, ограниченная по периметру, и, соответственно, мы планируем, чтобы она обслуживала и жителей, и студентов университета, прилегающего к ней, и была всячески ориентирована на создание, на комфорт жителей Якутска, а также чтобы она была привлекательным местом для будущих поколений и, возможно, даже развитие туризма как привлечение новых людей. Большое спасибо. Тема привлекла уже очень большое внимание, поэтому возможно, что мы говорим не только о местных жителях, но и о туристах, которые будут посещать Якутск, которые уже его посещают, потому что по откликам в открытых источниках мы видим, что интерес к этой территории колоссальный. Любовь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Любовь Варламова, я руководитель проектного бюро iCube и представляю здесь консорциум, состоящий из нескольких бюро, агентств. Это агентство Smart Heart, ведущее брендинговое бюро Москвы, которое отличается тем, что умеет найти сутевую нить каждого проекта. Это проектная группа 8, которая славится своими вовлеченными архитектурными проектами. И мы считаем очень важно вовлекать как раз-таки людей во все эти процессы при создании общественных пространств, и ландшафтный центр Якутии. Это наш местный локальный партнер. Я хочу сказать, что при всем нашем опыте, при всех тех особенностях подхода к пространствам, которые заключаются и в том, что мы всегда создаем пространство для всех категорий людей, мы всегда думаем про идентичность, мы, в принципе, всегда включаем любое общественное пространство в город, и, наверное, это как бы самые наши такие сильные стороны. Парк будущих поколений – это очень большой профессиональный вызов для нас. Мы должны будем создать пространство в экстремальных климатических условиях, всесезонное при этом. Оно должно быть нацелено на будущее поколение, то есть мы должны стать некими футуристами в данной точке, чтобы взглянуть в будущее. И наложить это все еще на такую культурно-этнографическую составляющую, поскольку мы считаем вот это сохранившееся очень сильное этническая, скажем, такая направленность культуры, это огромный плюс для территории, и это можно будет развивать уже и как такой
тренд, который может выскочить и в мире, в том числе на международной какой-то вот архитектурно-градостроительной арене. Поэтому мы нацелены на отличный результат, учитывая все факторы, будем надеяться, что порадуем вас своей работой. Спасибо. Спасибо. Иван. Здравствуйте. Иван Коренков, представляю бюро Ваухаус. Мы уже 2 дня в Якутске, мы успели посмотреть, да, территорию, мы успели немного познакомиться с землей якутской, познакомиться с людьми, пообщаться. И что я могу сказать, что, безусловно, перед нами стоит очень амбициозная задача. То есть парк будущих поколений, достаточно громкое название, и, в общем, цель сформулирована таким образом, чтобы это было не просто городское пространство, а чтобы это был, скажем так, своеобразный манифест стремления в будущее. То есть дети растут, и дети должны развиваться, превращаться в взрослых людей. У них всегда должно быть стремление вперед, стремление вверх. Наша задача, как мы для себя видим ее глобально, создать вот этот манифест стремления вперед и создать пространство, которое будет подталкивать людей к развитию, к росту и физическому, и умственному, к общению, и к тому, чтобы люди проводили много времени на улице, социализировались, общались, выходили из интернет-среды, больше были во взаимодействии с городом и друг с другом. Ну, в общем, я думаю, что задача будет интересна всем, и надеюсь, что наш опыт потом можно будет применять в схожих территориях, и получившийся результат можно будет распространять на другие пространства. Спасибо, Иван. Я бы хотел отметить, что наш пресс-брифинг – это промежуточная стадия. Всю неделю мы работаем здесь, и мы остаемся здесь. И более того, как бы помимо нашего общения со СМИ, у нас будет возможность общения со всеми целевыми группами в городе. И в точке кипения оси с нашими партнерами мы запланировали вместе с Фондом будущих поколений стратегическую сессию с ключевыми органами исполнительной власти, научными институтами и локальными сообществами, профессиональными организациями. Уже сегодня мы будем работать с ними над стратегическими задачами этого парка, и это открытый формат, каждый сможет наблюдать его. И затем мы также запланировали встречу с широкой общественностью, с жителями, для того, чтобы поговорить с ними о том, чего же они ожидают и как они видят эту территорию, чтобы максимально команды могли впитать эту информацию и использовать ее при проектировании парка. На всех стадиях мы открыты к общению со всеми целевыми группами. До конца недели мы будем здесь. Ну и следующий наш визит будет уже в январе. Есть ли вопросы или комментарии? Сергей, может быть, у вас? Да, очень правильный был вопрос у наших коллег касательно какие планы, но наши участники ограничивают себя в подаче информации, поскольку они являются конкурентами между собой, и никто не хочет вызывать свои секреты в какой-то степени. Ну, безусловно, да, потому что кто-то должен победить, хотя, конечно, все 5 команд – это уже победители при том конкурсе, который был. Но, тем не менее, финальная защита будет публичной, и каждый сможет увидеть каждый из проектов и сам процесс судейства. А это значит, что будет народное голосование в интернете? В данном случае это профессиональный конкурс, поэтому голосование будет осуществлять тот состав жюри, который я презентовал вам ранее, где, собственно, собраны специалисты по всем направлениям и темам, которые объединяют техническое задание конкурса. То есть вот сколько разделов в задании, столько и экспертов в этой области вошли в жюри. Но так как мы на всех стадиях вовлекаем местных жителей, местных экспертов, мы считаем, что здесь реализуется технология и соучастного проектирования, и некоего коллективного заказчика, когда техническое задание объединяет требования жителей, бизнеса, власти, экспертов воедино, и таким образом тот результат, который будет представлен, это и есть совокупность идей, подходов и ожиданий со стороны всех этих целевых групп. Ну и, соответственно, после того, как все это будет представлено и будет выбран победитель, жители также смогут задать ему прямые вопросы, получить на них ответы, и еще целый месяц концепция будет дорабатываться и каким-то образом погружаться в нюансы с учетом той обратной связи, которую мы услышим от жителей города. А как жители города будут связываться именно с финалистами, предлагать свое видение, так скажем?
После той встречи, которая у нас запланирована, собственно, в точке кипения оси со всеми желающими, мы запускаем электронное анкетирование, и в наших пабликах мы также размещаем всю информацию. На самом деле уже сегодня каждый житель Якутска и житель республики сможет заполнить эту анкету и направить ее в организационный комитет. С помощью нашего сайта и пабликов Агентства стратегического развития «Центр», а также пабликов Фонда будущих поколений, любой может найти эту ссылку, заполнить, выразить свои пожелания, направить нам. Мы все это обрабатываем, суммируем и потом показываем в инфографике, собственно, чего хотят жители, каково общественное мнение, а вся эта информация передается финалистам для того, чтобы они могли учесть ее максимально, все эти акценты, приоритеты со стороны людей в своих проектах. И вот еще вопрос к участникам. Хотелось бы узнать, были ли ранее у финалистов опыт именно возведения конструкции в условиях вечной мерзлоты? Коллеги, я думаю, что такого опыта нет ни у одного бюро в мире, но тем не менее, я знаю, что, например, бюро Асадова уже работало в Якутске совсем недавно. Может быть, вы поделитесь немножко этим опытом? Да, совершенно недавно мы делали эскизный проект гостиницы в городе Якутске. Вот. Соответственно, мы уже столкнулись с особенностями проектирования на мерзлых грунтах. Вот. Ну, скажем, это такой технический нюанс, да, который вносит свои особенности в проектирование. Вот. История с ландшафтом, я думаю, будет немножко иной, да, все-таки одно дело, допустим, сооружение архитектурное, да, другое дело некие ландшафтные решения, но поскольку в этом проекте нам необходимо сделать еще и общественный центр, да, то есть это уже сооружение, соответственно, примерно с похожими задачами мы столкнемся и здесь. Вот, так что, я думаю, все будет хорошо. Любовь, насколько я знаю, у вас также есть некий опыт. Да, мы проектировали общественное пространство в условиях вечной мерзлоты. Это такой небольшой населенный пункт в Хабаровском крае, в тайге, приблизительно с таким же температурным режимом. Мы называли его город, но это поселок городского типа Чикдамын. Мы проектировали там 3 общественных пространства, которые действительно диктовали какие-то свои особенности работы, не то чтобы даже в технических решениях. Для этого существуют инженеры грамотные, которые умеют делать соответствующие расчеты и прочее, а это вообще особенности подходов. И это тоже был очень интересный опыт, и я надеюсь, что этот опыт поможет нам каким-то образом и здесь максимально качественно и красиво решить эту задачу. Спасибо. Еще вопрос? У меня такой вопрос. А вообще я так поняла, что деньги уже заложены, да, под строительство этого парка. И вообще вы как-то ограничиваете участников конкурса, чтобы ограничить их полет фантазии, будем так говорить? Спасибо. Да, мы предусмотрели, во-первых, определенные средства на этот конкурс, который сейчас проходит. И, во-вторых, мы на 2019 год, это год у нас год проектирования, то есть по итогам этого конкурса в соответствии с разработанным эскизом будет подготовлена проектная документация, и мы заложили средства на проектирование и на начало, начало строительства. Это 37 миллионов рублей. И основное строительство у нас будет вестись в 2020 году. И мы заложили средства в размере 100 миллионов рублей, но мы при этом не ограничиваем наших участников определенной суммой средств, потому что мы, во-первых, касательно источника финансирования, при выборе наилучшего варианта мы бы хотели все-таки его реализовать в том варианте, который будет представлен, в том числе с возможностью поиска источников, из других источников. Да? Мы сегодня имеем поддержку правительства республики по заявлению этого проекта в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». И если мы пройдем этот этап, мы получим федеральные средства на реализацию этого проекта еще порядка 100-200 миллионов рублей.
Поэтому мы здесь конкурсантов не ограничиваем этой суммой. Мы попытаемся привлечь максимум средств для того, чтобы наш парк города Якутска, был лучше всех парков в России и в мире. Спасибо. Есть ли еще вопросы или комментарии? Коллеги? То, что вот в январе вы уже должны представить, значит, ну, как бы проект, да, вообще это по времени для вас, для архитекторов, ну, это нормально в течение месяца придумать или как? Мне кажется, что это, мне кажется, как-то более трудоемкий и времяемкий. Да, это, конечно, трудоемкий процесс, который требует основательного подхода. Ну, так как мы архитекторы, мы привыкли работать в режиме дня и ночи труда, потому что очень часто срок ограничен. Ну, то есть срок ограничен всегда, но иногда он ограничен особенно маленьким промежутком времени. Вот. И в данном случае, в принципе, такие сроки конкурса для нас не являются чем-то шокирующим. То есть это, ну, довольно обычная практика в нашей работе, и мы вполне, в общем, готовы к тому, чтобы сделать все срок. Задача более чем реалистичная. Спасибо. Есть ли еще вопросы, коллеги? Я тут хотел бы также еще дополнить свою информацию касательно источника финансирования. Также, согласно техническому заданию, там предполагается размещение точек, ну, таких кафешек, пунктов проката там, коньков, может быть, да, каких-то, ну, в виде молодежного центра. Да? И мы предполагаем, что этот объект, он будет, ну, соответственно, теплый, это круглогодичного посещения, и мы предполагаем привлечь средства частного инвестора. То есть какие-то бизнесмены, коммерческие структуры могут инвестировать и, соответственно, работать на этом объекте. Действительно, такие модели уже реализуются и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Казани, и было бы очень логично, если бы модель государственно-частного партнерства также была применена и здесь, в Якутске, в рамках общего тренда. Если у нас не осталось больше общих вопросов, мы остаемся здесь. Коллеги, открыты для журналистов. Я также хочу обратить внимание на то, что мероприятия и это, и все последующие созданы в социальных сетях, в частности Facebook, и там вы можете видеть в том числе всех участников со стороны архитектурных бюро, связываться с ними, получать комментарии, взаимодействовать. Мы будем рады наибольшей открытости и самому широкому диалогу в рамках этого проекта. Благодарим вас за то, что вы нашли возможность сегодня быть здесь. Еще раз хотим поблагодарить Фонд будущих поколений за такую уникальную действительно инициативу в масштабах не только страны, но и темы северных городов в целом. Этот вопрос крайне актуален. Еще раз спасибо, и на этом мы завершаем наш пресс-брифинг.